Здравствуйте. О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Вопросы социально-экономического плана и личные. Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Мурат Зиазиков встретился с губернатором и орловчанами. За всю историю акции я не наблюдал еще ни разу, чтобы кто-то отказался от георгиевской ленточки. Хранить, носить и помнить. В регионе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Очень много наших орловских пар. То есть очень такой объемный турнир. 300 танцоров от 4 до 30 лет. В Орле прошел традиционный конкурс «Вальс Победы». Единственный выход для этих людей – это строительство своего небольшого дома. Ради Нади Ильиной рок-музыкант Артур Беркут приехал поддержать сироту, оставшуюся без жилья. Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Мурат Зиазиков прибыл в Орловский регион. Во время рабочей встречи с губернатором Вадимом Потомским обсуждались вопросы социально-экономического плана. В тот же день Мурат Зиазиков ответил на вопросы орловчан. Наталья Пехтерева с подробностями. Юбилейная тема в беседе заместителя полномочного представителя президента России в ЦФО Мурата Зиазикова и губернатора Вадима Потомского под номером 1. Объекты, возводимые по программе 450-летия, находятся в высокой степени готовности, сказал глава области. Школа какая-то, да? Школа. Сколько мест школ? Школа 1100. Хорошо. Большая школа будет, да. Тут со сроками все. И знаменитая станция Объезджелезная, она фактически уже все работает. Мы сейчас уже пусконаладку провели успешно, и качество воды там шикарное. Среди тем беседы подготовка к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Орловская область вновь присоединится к масштабной всероссийской акции «Бессмертный полк». Это знаковое событие, сказал Мурат Зиазиков. Я сам, конечно, буду принимать участие. У меня тоже старшее поколение, которое тоже предки мои, начиная от пола георгиевских кавалеров и участники Великой Отечественной войны. Ну, у каждого из нас, у каждого гражданина России, конечно, это вызывает чувство такой общенациональной гордости. И то мероприятие, которое, вот «Бессмертный полк», которое прошло у нас в Москве во главе с Владимиром Владимировичем Путиным, нашим национальным лидером, конечно, оно будет уже и традиционным, мы себя уже не мыслим, такое ощущение, как будто эта акция, это мероприятие было всю жизнь, и действительно оно очень важное. По поручению президента Мурат Зиазиков провел прием граждан в приемной главы государства Орловской области. В нем также принял участие губернатор Вадим Потомский, главный федеральный инспектор в Орловской области Афанасий Киселев, главы районов области. За помощью обратились посетители мобильных приемных президента Российской Федерации Орловского и Свердловского района. Общение проходило в режиме видеоконференции. Среди вопросов проблемы уличного освещения, строительство дороги, ремонт кровли детского сада, устройство водопровода в поселке Змеевка. Объем финансирования необходим на 17,5 миллионов рублей. Значит, документы находятся в проектировании. И я думаю, что мы постараемся совместно с районами на 2017 год включить этот объект в реконструкцию. По 2017 году. Но только в 2017 году. Потому что у нас уже сформирована адресная программа на 2016 год, поймите нас правильно, это мы будем стараться. Но я думаю, что получится. Несмотря на то, что губернатор лично находится на приемной президента, да, будет такой документ подготовлен на его имя, и с контроля сниматься будет тогда, когда этот вопрос будет решен. В канун Дня российского парламентаризма Мурат Зиазиков адресовал теплые слова в адрес депутата Госдумы от Орловской области, генерала армии Николая Ковалева. Человек, который очень много сделал и для нашей службы, и для России в целом. И действительно, в тот период очень многое удалось сделать именно благодаря его усилиям, потому что лично он работал с той комиссией, которая была создана по Северному Кавказу, которая занималась и освобождением лиц, которые попали в плен. Ну и знаю, что как парламентарий, как депутат, как человек, это человек, который очень чуткий, очень бережно относится к людям, к своим избирателям. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».
Также во вторник в приемной главы государства Вадим Потомский провел прием граждан. На встрече с жителями присутствовали члены правительства. Среди вопросов, с которыми пришли орловчане, темы социального плана и ЖКХ, в частности, переселение из аварийного жилья. По каждому из обращений Вадим Потомский дал поручения, также определил сроки их исполнения. Но возбудили за то, что я обратился к государству. Более 20 вопросов рассмотрели народные избранники на апрельской сессии областного совета. Среди прочего, депутаты обсудили поправки в бюджет, скидки на капитальный ремонт и запрет на подарки для чиновников. Андрей Турбин расскажет подробнее. Заседание началось с минуты молчания. Присутствующие почтили память жертв Чернобыльской катастрофы, печальный юбилей которой Россия отметила 26 апреля. Спикер областного совета Леонид Музалевский напомнил собравшимся о еще одной более светлой дате. 110 лет назад начала свою работу Государственная Дума Российской империи. Хочу всех поздравить с юбилеем российского парламентаризма. Для нас, орловцев, эта дата вдвойне символична и приятна, поскольку тогда, в 1906 году, председателем первой Государственной Думы был избран профессор Московского университета, наш земляк Сергей Андреевич Муромцев. В связи с юбилеем награды областного совета получили те, кто внес свой вклад в развитие парламентской демократии на Орловской земле. Дипломы были вручены не только депутатам, но и представителям средств массовой информации. При рассмотрении повестки дня основное внимание было уделено поправкам в выборное, бюджетное и аграрное законодательство. При этом депутаты одобрили ряд социальных инициатив, таких как возможность бесплатного предоставления земельных участков под жилье, садоводство и дачное хозяйство ветеранам, инвалидам и многодетным семьям. Убедительная просьба обратить внимание на две составляющие. Первое, на механизм реализации законопроекта. Я не буду раскрывать, не менее времени, механизм реализации. И второе, на разъяснительную работу среди населения. Потому что население необходимо объяснить, каким образом, как получается льгота, кто имеет дополнительное право на льготу. На сессии также было принято решение о предоставлении существенных скидок или освобождении от платы за капремонт в многоквартирных домах для пожилых орловцев. При этом, если в собственности у пенсионеров несколько квартир, льготы будут предусмотрены только по одной из них. Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт по настоящему закону предусматривает личное обращение гражданина в орган социальной защиты населения по месту жительства с необходимым пакетом документов. Согласно проведенному мониторингу, количество потенциальных получателей компенсационной выплаты по данной теме по настоящему закону составляет примерно 4600 человек. Народные избранники не обошли вниманием и борьбу с коррупцией, внеся изменения в региональный закон о муниципальной службе в Орловской области. С учетом ужесточения федерального законодательства, теперь чиновникам запрещается получать разного рода подарки, денежные и иные вознаграждения. Такая мера ограничения ни у кого из присутствующих явных протестов не вызвала. Андрей Турбин, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». Повысить привлекательность туристической отрасли и перенаправить потенциальные финансовые потоки внешнего туризма на развитие внутреннего. О том, как это сделать, говорили участники совместного заседания комиссии по культуре, Общественной палаты ЦФО и клуба главных редакторов Центральной России. Рецепт оказался прост. Нужно больше и интереснее рассказывать жителям нашей страны о красотах и достопримечательностях родного края. Именно поэтому основными участниками разговора стали профессиональные журналисты, а представители исполнительной власти, ответственные за развитие туротрасли, наблюдали за работой комиссии дистанционно. Говоря о важности развития внутреннего туризма, полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил, что сейчас в условиях ограниченных возможностей заграничного отдыха самое время активно привлекать российского туриста в регионы. Конечно, для этого необходимо создать достойную инфраструктуру, развивать гостиничный сервис, сеть общественного питания, транспорт. Беглов уверен, что эти направления автоматически подтянутся вслед за туристами, которым сейчас прежде всего нужно интересно рассказать, куда и зачем ехать, то есть создать российские туристические бренды. О своем удачном опыте в этом направлении рассказали представители Калужской и Ярославской областей. Автор, ведущий телепроекта НТВ «Поедем, поедим» Джон Уоррен. А чтобы простимулировать СМИ других регионов, члены комиссии объявили профессиональный журналистский конкурс «10 причин приехать в гости именно к нам», все работы которого будут размещены на официальном сайте представителя президента в ЦФО и страницах социальных сетей, пропагандирующих отечественный туризм.
Вообще Центральный федеральный округ – это наша с вами коренная Русь, и у нас все абсолютно есть. Наши предки создали эту историю. Нам ее нужно необходимо просто красиво упаковать и красиво о ней рассказать. И самое важное, почему для нас эта тема, потому что это дополнительные деньги в региональный бюджет. Вот сегодня это в целом 1,5%. Вот если мы хотя бы сделаем это не 1,5, а 10%, это новые площадки, новые садики, новые школы и многое-многое другое. Эти деньги можно вложить в развитие региона. Поэтому у нас нет ни нефти, ни золота, ни газа, но у нас есть прекрасная территория, и она может приносить нам большие, серьезные дивиденды. Нужно только это раскрутить. Сквер танкистов с этой недели закрыт на реконструкцию. Спецавтобаза ведет земляные работы. В основной части сквера поднято практически все дорожное полотно. С пешеходной части убраны все плиты. В управлении городского хозяйства говорят, что благоустройство будет закончено в сквере к 30 июня. В связи с тем, что площадь будет на реконструкции, сквер танкистов будет на реконструкции, мы все работы по очистке, покраске танка перенесли к 5 августа. Буквы на сегодняшний день недостающие изготовлены, заказаны, приняты, пересчитаны. Стоит отметить, что сквер танкистов – единственный, попавший в программу благоустройства воинских памятников «Орла». На его преображение к 71-й годовщине окончания Великой Отечественной войны будет потрачено свыше 11 миллионов рублей. Из них почти 9 миллионов – средства областного бюджета. В период майских праздников участники Великой Отечественной войны смогут сэкономить на железнодорожном билете. Такая поездка к местам боев или же на празднование парада в Москве и Санкт-Петербурге, куда по традиции отправляются ветераны, не будет стоить им ни рубля. В связи с празднованием 71-й годовщины Великой Отечественной войны в период с 3 по 10 мая участникам войны, инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим предоставляется бесплатный проезд в купейном вагоне скорого поезда. А также все услуги входят, и стоимость белья, всякие сервисные услуги. Все это им предоставляется будет бесплатно. В Орле, как и во всех российских регионах, стартовала акция «Георгиевская ленточка». В этом году она проводится уже в 12-й раз, и поэтому каждый, наверное, знает, зачем и в честь чего на улицах раздают прохожим полосатые ленты. Сергей Буковский напомнит, на всякий случай. Они вышли на тропу войны. Тропа эта пролегает, например, в сквере имени Гуртьева. Еще она пролегает по Первой Посадской, возле Дворца спорта «Юность России», по скверу танкистов и еще по нескольким орловским адресам. А та война информационная. Ее бойцы – активисты Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Их оружие – георгиевские ленты. Смотрите, фланги волонтерам прикрывают воспитанники клуба «Юный десантник». На других фронтах в информационное наступление идут стройотряды и члены орловских патриотических клубов. Все они принимают участие в распространении полосатых лент цвета пороха и пламени. Это символ победы советского народа над фашизмом и знак уважения к воинам, сражавшимся за Отечество. Это способ продемонстрировать гордость за подвиг дедов, средство патриотического воспитания и сохранения истории о Великой Отечественной войне. Но у ленточки есть и враги. Кое-где этот символ дискредитируется, например, как знак русского национализма и даже колониализма, а где-то сепаратизма. До абсурда и бесчеловечной жестокости это дошло на Украине, где повязавшего ленту подвергают гонениям. Чтобы предупредить искажение истории и прочие инфодиверсии против нашей страны, все раздающие ленты поясняют прохожим, что это, как и зачем носить. Впрочем, сложновато тем, кто задействован в акции в других странах. В Орле же множество и сил желают каждому, кого где-то там прозвали Колорадом. За всю историю акции я не наблюдал еще ни разу, чтобы кто-то отказался от георгиевской ленточки. А люди, наоборот, даже видя ребят в футболках «Волонтеры Победы», подходят издалека, бегут к нам и просят по нескольку лент, даже не по одной, а по две, просят своим родственникам. Бедите, повязывайте, носите не только накануне 9 мая, храните, помните и знайте, эта ленточка – оружие современника. И приближайте как можете День Победы в войне, ведущийся с нашей историей. Он все еще от нас далек. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».
В минувшие выходные в Орле прошли всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Вальс Победы». На паркет вышло более 300 участников из разных городов России. В их числе призеры международных соревнований. Свое мастерство орловским судьям показали спортсмены от 4 до 30 лет. Сегодня мы будем танцевать вначале 6 танцев по раздельности, а потом 8 танцев тоже по раздельности. Соревнования в нашем городе стали традицией. Идея их проведения родилась 15 лет назад. Турнир все эти годы спортсмены посвящали годовщине Великой Победы. В 2016-м чемпионат приурочили еще к одному знаменательному событию для Орла – юбилею города. Танцуют на паркете правнуки, внуки тех, кто нам эту победу подарил. Белгород, Брянск, Курск, Тула, Москва и так далее. Ну, разумеется, конечно, очень много наших орловских пар. То есть очень такой объемный турнир. К другим темам. В среду вышел на линию первый передвижной пункт обслуживания клиентов Сбербанка. Для нашего региона это новшество, поскольку офис на колесах доселе не курсировал по населенным пунктам Орловской области. Виктория Юркова о первом рейсе. Дождались. Мобильный офис обслуживания клиентов позволит жителям отдаленных деревень получать большинство банковских услуг и совершать операции по вкладам и картам. Я должен отметить, что данный проект курировался непосредственно губернатором, правительством области и как раз нацелен на улучшение качества жизни жителей сельских территорий. Со своей стороны Сбербанк предлагает обслуживание по данному маршруту 11 населенных пунктов. Общая протяженность составляет 250-300 километров в день. Это не единственный офис на колесах. Появится еще несколько. Они будут курсировать по Мценскому и Ливенскому районам. Этот же в первый свой рейс отправился в Звегинки. Я думаю, что это очень будет хорошо, и интересно, и выгодно, и удобно. Пришел, оплатил на месте и пошел. Теперь возить квитанции в город не нужно, сам банк приедет. Конкретно в этом населенном пункте мобильный офис обслуживания клиентов будет по средам. В первую очередь мы охватили именно Орловский район и те районы, которые близлежащие к Орлу. На текущий момент это 11 точек обслуживания. Планируемый график работы 6 дней в неделю. Большинство банковских операций станет доступно жителям с запуском мобильного офиса, заверяют в Сбербанке. Жители несказанно рады этому. Именно что на нашей территории это довольно-таки отрадно. Первое, я как понимаю, это в области. 2 недели назад такой пункт появился у жителей Воронежа, а чуть раньше у белгородцев. По сути, 3 области Черноземья пилотируют данное сейчас нововведение Сбербанка. Основная функция, конечно же, это социальная. Виктория Юркова, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». В городском центре культуры состоялся юбилейный концерт писателя, поэтессы, композитора Людмилы Внуковой. Зрителю было предложено совершить путешествие по Орлу, тому, какой он видится автору. Примечательно, что концерт был приурочен ко Дню города и носил название «Мы орловчанки», так как его главная участница – это мать и дочь Людмила и Анна Внуковы. Мы орловчане все, и ты, и он, и я. Все участники концерта исполняли на сцене стихи и песни Людмилы Внуковой. Вклад автора в литературу и культуру региона был отмечен представителями власти. Но такие люди, как вот стоящие перед вами, 2 замечательные женщины, их очень редко. Это бессеребренники. Это люди, которые всю жизнь посвятили не себе, а всю жизнь посвятили людям. И таким людям мы низко кланяемся. На выходных на Орловской площадке в очередной раз выступил Артур Беркут, экс-солист группы «Ария» со своей одноименной группой. Однако в Орел музыкант приехал не только для концерта. Беркут откликнулся на беду Нади Ильиной. Подробнее расскажет Анна Маричева. Артур Беркут с момента начала профессиональной карьеры сменил в общей сложности 10 музыкальных коллективов. Большую известность принесли ему группы «Автограф» и «Ария». Теперь солист выступает в составе своей одноименной группы «Артур Беркут», с которой он и приехал в Орел. Все происходит экспромтом. Мы составляем программу из тех композиций, которые мы в общем должны сыграть на концерте, но и, соответственно, будут всякие сюрпризы. Некоторые песни, которые мы даже не запланированы, играем на сцене. Это все зависит от состояния души, от публики.
Артур Беркут – наследник династии потомственных цирковых артистов. Может, отчасти поэтому его концерты так привлекают поклонников. Исполнителя в первую очередь люблю за его бесподобный голос. Манера у него своеобразная. Это человек, который в нужное время оказался в нужном месте. Очень люблю его вокал, он такой необычный, очень, так сказать, характерный для него, больше ни у кого нет. После выхода из Зари у него замечательные песни тоже. Свое творчество у него хорошее. Целью приезда Артура в «Орел» был не только концерт. С собой группа привезла материальную помощь для Нади Ильиной. Напомним, совсем недавно у девочки-сироты, которая жила с бабушкой, сгорел дом. Вместе с ним и вся одежда, и обувь. Сейчас продолжается сбор средств для постройки нового жилья. Беркут узнал о проблеме девочки от старых знакомых и в стране остаться не смог. Единственный выход для этих людей – это строительство своего небольшого дома. Дома надежды для маленькой сироты Нади и ее бабушки. Если вы также хотите помочь, реквизиты для перечисления денежных средств сейчас на экране. Анна Маричева, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Ежегодно количество ДТП в Орле растет, а вместе с ними растет список обращений в организации, позволяющие оказать правовую помощь горожанам при спорах со страховыми компаниями. Таких организаций в Орле немного. Одной из них является ДТП-помощь. Здесь орловчанам помогают найти выход из самых непростых ситуаций. ДТП-помощь более 2 лет работает в регионе, разбирая самые сложные ситуации на дороге. На сегодняшний день многие автовладельцы получают отказ в возмещении ущербов именно по причине некорректно заполненного Европротокола. Чтобы не стать одним из них, в нашей компании работает служба аварийных комиссаров, которая в любой момент готова выехать на место ДТП и оказать бесплатную помощь в правильном оформлении извещения о дорожно-транспортном происшествии и зафиксировать все ее обстоятельства. Кроме этого, наша компания оказывает бесплатные экспертные юридические услуги по урегулированию страховых споров, выявлению недоплат, отказа в выплате страховой компании. Сегодня 30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации ее последствий принимали участие сотни орловчан. Чернобыльцы, члены семей ликвидаторов и все неравнодушные собрались сегодня, чтобы вспомнить все трагические события и подвиг людей, сделавших атом снова мирным. Это был торжественный митинг в сквере героев-чернобыльцев. Он собрал общественников, учащуюся молодежь, журналистов, конечно же, самих ликвидаторов Чернобыльской ядерной катастрофы и родственников героев. Около 600 тысяч человек со всего бывшего СССР наводили порядок после взрыва на АЭС. Орловчан среди них почти 1500. Ряд из них получили сегодня благодарности и памятные медали из рук представителей областной и городской власти и духовенства. На митинге говорили о том, что своим подвигом ликвидаторы остановили заражение больших территорий, о том, как важно не допустить аналогичных трагедий, и даже о том, что этот памятник жертвам радиационных катастроф можно было бы заменить на более приемлемый, на взгляд орловских чернобыльцев. В Орловской области конкретно участвовали 1476 человек. И никого не было, чтобы кто-то струсил, не выполнил задание партии и правительства. Это говорит о многом. Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский станет гостем программы «Актуальное интервью». Беседа приурочена к знаковой дате – 110-летию российского парламентаризма. Глава регионального парламента расскажет о законотворческих инициативах, о взаимодействии исполнительной и законодательной власти. В интервью также речь пойдет еще об одном направлении деятельности Леонида Музалевского. В ноябре прошлого года он был избран заместителем председателя Совета законодателей ЦФО. Программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир 27 апреля в 20 часов 30 минут. На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефонам 76 10 28 и пишите на наш сайт obl1.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Дни чистоты во всех магазинах Европа. Стиральный порошок Ариэль 3 килограмма автомат всего за 299,90. Славянская мебель – крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель – это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес – улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж – ваша мебель. Дни чистоты во всех магазинах Европа. Средства для стекол Клин 500 мл всего за 99,90.
Кафе «Арагви Виктория» – это место для приятных встреч и больших застолий. Залы вместимостью 150, 60 и 30 человек. Для вас изысканные блюда европейской и кавказской кухни. Вкусно, уютно, приемлемо. Дни чистоты во всех магазинах Европа. Кондиционер для белья «Вернель» 1 литр всего за 99,90. Выставка экзотических животных со всех уголков планеты. Удивительные ящерицы, питоны, пауки и макаки. Ждем вас с 12 апреля по 4 мая в ДК железнодорожников. Каждому ребенку подарок. Я с детства люблю вкус пасхальных куличей. Их пекла моя бабушка, мама, а потом и я сама. А теперь я покупаю куличи в Европе, потому что готовят их по тем же самым рецептам, которые мы передаем нашим детям и внукам. Спасибо Европе за вкус моего детства. В магазинах семена фирмы «Орел» сорт 7 овощ имеются в продаже голландский лук-сивок, семенной картофель первой репродукции, розы более 50 сортов. Наши новые магазины: улица Комсомольская, 127, улица Новосильская, 11. Бессмертный полк в Орле в день Великой Победы. Приходите вместе с портретами ваших родственников, участников Великой Отечественной войны, кто внес вклад в победу над фашизмом, на фронте и в тылу. Ждем всех, кто помнит и гордится. 9 мая на шествии Бессмертного полка. Здравствуйте, это прогноз погоды на Первом областном. Хорошей погоды желает вам телеканал Первый областной и я, Катерина Ясная. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр С-класс клиник «Орел». Качественное лечение начинается с грамотной диагностики. Для мужчин действует специальная акция. Комплексное обследование у врача-уролога всего 500 рублей. Запись по телефону или на сайте клиники. А сейчас о погоде. 27 апреля в Мценске днем плюс 17. Облачно, небольшие дожди с грозами. Ночью плюс 12. В Ливнах температура воздуха плюс 17, дожди с грозами, ночь плюс 13. А в Болхове днем воздух прогреется до плюс 16. Небольшой дождь, ночью плюс 12. По народному календарю 27 апреля Мартын Лисагон. Святители пытались убить по приказу императора, но убийца, едва приблизившись к Мартыну, ослеп. Лисагоном Мартына прозвали за то, что верили. Именно в этот день лисицы покидали старые норы и рыли новые. В этот день вспоминали и ворона. Его называли зловещей птицей и приписывали ворону магическую силу. Также на Мартына было принято работать в поле от зари до зари. Если день был теплый, он обещал хороший урожай. Поздравляем Александра, Антона, Ивана и Мартына с именинами. Ну а по сведению гидрометцентра, 27 апреля в Орле пасмурный, дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 12. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, что является нормой. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин «Элема». Красота в деталях, изящество во всем. ТМК Грин, 2 этаж, павильон 4. Партнер программы – магазин «Проект Мебель». Весенние скидки на всю мебель. Город Мценск, улица Тургенева, 137, улица Машиностроительная, 19. Это был прогноз погоды на Первом областном. Увидимся с вами завтра. Мужские проблемы. Есть решение. С-класс клиник. Пройдите обследование у уролога всего за 500 рублей. С-класс клиник. Запишись на прием на сайте или по телефону 440909. Все оттенки весны в новой коллекции белорусского пальто «Элема». Сочные цвета, модные ткани, женственные силуэты уже в магазине «Элема». Красота в деталях, изящество во всем. Ваш стиль от «Элема». Мегакомплекс Грин, 2 этаж. Весенние скидки в магазине «Проект Мебель». Купи кухонный угол со скидкой 60% и получи скидку 7% при покупке любого кухонного гарнитура. Рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса. Улица Тургенева, 137, улица Машиностроителей, дом 19. Магазин «Проект Мебель». Салон дверей «Юнион» предлагает большой выбор эксклюзивных моделей межкомнатных дверей. От классики до модерна, нестандартные размеры, раздвижные перегородки, скрытые двери «Хамелеон», стеклянные двери, комплексные дизайнерские решения. Ждем вас по адресу улица Лескова, дом 3. В пекарнях торговой сети «Европа» по традиционным рецептам наши повара готовят для вас огромный выбор пасхальных куличей к праздничному столу по низким ценам. Собственное производство магазинов «Европа».